В Новосавиновском районном суде Казани слушается дело 49-летнего Олега Сафонова, обвиняемого в убийстве и расчленении тела своего собутыльника. Напомним, зверское преступление произошло в ночь на 9 октября. Предполагаемого убийцу задержали, когда он нес закапывать на берег Казанки уже второй мешок с частями тела человека. Как объяснил сегодня все произошедшее подсудимый и какое наказание требует для него государственное обвинение, ответы услышал Айрат Назипов. Подсудимый Олег Сафонов даже не пытается скрыть свое лицо. Он уже давно во всем сознался и не отказывается от своих показаний. Его задержали в ночь на 9 октября минувшего года. Тогда, по его же собственному признанию, пошел в магазин за спиртным. По пути познакомился с мужчиной. Имени его сейчас уже и не помнит. Потом следователи установят, это был 57-летний житель Зеленодольска. Пригласил его к себе домой. Пили часа полтора, пока не поругались. Он стал оскорблять, я его начал выгонять из дома. После этого завязал драку. В результате чего ударил его несколько раз. Топор мужчина хранил возле дивана. Поняв, что сделал, попытался избавиться от убитого. Поднять тело не смог, тяжело. К тому же был сильно пьян. Решил выносить по частям. Расчленил и стал выносить останки в мешках на берег Казанки. Был недалеко. Один закопал. Когда шел со вторым, прохожие заметили внутри человеческую голову и вызвали полицию. Подозреваемого задержали. Нашли и закопанный мешок, и мужской торс у него дома. Прошу следующее. Признать Сафонова Олегу Евгеньевичу виновным в совершении преступления, предусмотренной частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначенному наказание до 13 лет лишения свободы с отбыванием исправительной колонии строгого режима. Защита посчитала такое наказание слишком суровым. Представитель подсудимого попросил суд о более мягком приговоре, заявив, что немалую роль в кровавой драме сыграл как алкоголь, так и психическое состояние его подзащитного. Хотя и психиатры говорят, что он вменяем, что-то я не совсем пойму. Каким образом он руководил своими действиями, каким образом он отдавал отчет своими действиями, если совершил все эти действия. Поэтому у меня имеется сомнение в его вменяемости. Подсудимый же вновь раскаялся в содеянном и попросил прощения у родственников убитого, при том, что их в зале суда не было. Потерпевшему прошу прощения, ваши чувства прошу, чтобы не наказывать слишком сурово. Выслушав доводы всех сторон, суд объявил в деле перерыв. Следующее судебное заседание состоится 7 февраля в 10 часов утра. На нем подсудимому предоставит последнее слово. Затем он выслушает приговор. Айрат Назипов, Наиля Абдуллин, вызов 112.